You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Be my, be my, be my little rock and roll queen, yeah. Be my, be my, be my little rock and roll queen. You are the sun, you are the only one. You are so cool, you are so rock and roll. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Be my, be my, be my little rock and roll queen. Be my, be my, be my little. Мы общаемся с владельцем гостевого дома «Хатей». Представьтесь, пожалуйста. Наталья Евгеньевна. Наталья Евгеньевна, скажите, пожалуйста, что такое «Хатей»? Хатей – это один из 7 богов счастья. Это бог благополучия, это бог удачи, это бог исполнения. Привет, привет, мальчишки и девчонки! Здравствуйте, дети! Я цветочная фея. Ну, а я, как вы уже успели догадаться, сегодня солнечный зайчик. Кстати говоря, сегодня мы решили устроить цветочную вечеринку не просто так. Ведь на самом деле детки это кто? Ну, кто знает, как правильно называют детей всех? Цветы жизни, вот, мама. Совершенно верно, жизни. Скажите, пожалуйста, мальчики и девочки, а вот настоящие цветочки можно рвать, ну, например, с клумбы? Нет, нельзя. Ну, а чтобы порадовать маму, что, например, можно принести тогда маме в виде цветочка? Цветочки, совершенно верно. Можно принести цветочки, сделанные своими руками. Так что все выходим, кто сегодня делал у нас подделки. Выходим. Огромное количество приезжает семей вместе с детьми, соответственно, мы вообще, рассчитан отель на то, что у нас семейный отдых, и приезжают как с маленькими детьми, так с детьми постарше, и даже самое смешное, что в наших программах, кроме того, что программы рассчитаны и на взрослых, у нас участвуют достаточно взрослые дети. Всем всегда очень нравится, очень весело, но по программам это отдельно. Так, в течение дня мы занимаемся всем, чем можно с детьми, то есть, в 9 утра, понятное дело, подъем, зарядка, приходим, веселимся, танцуем, зарядка тоже не просто так, а танцевальная всегда. В 10 стараемся показывать самые модные мультики, которые, конечно, все дети обожают. При этом у нас есть детская комната, много игрушек, они в них тоже любят играть, причем если их оставить хотя бы на 5 минут одних, там потом приходишь и такой кавардак. И в 4:30 у нас обязательно каждый день это творческая мастерская, мы с ними придумываем, творим, лепим, клеим, вышиваем, красим. Самое любимое, одно из любимых занятий детей – это рисунки на камнях. Это просто у них проходит такое творчество, потому что как на маленьком камушке уместить целый рисунок получается, причем привозят домой огромными количествами эти камушки потом. И второе – это боди-арт, тоже им очень-очень нравится, это когда мы, собственно говоря, всех детей просто на бассейне разрисовываем самые невероятные цвета и краски, тоже очень увлекательно для них. И каждый день в 8 часов это развлекательная программа для детей, для родителей, для всех, кто приходит, всех всегда рады видеть. Это и конкурсы, и танцы, и дискотека. В общем, самое веселое всегда только для наших гостей. И стоп. Итак, считаем. Мама, представьтесь. Мама Наталья вместе с дочкой Лизой нарисовала нам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 цветочков. Аплодисменты маме Наталье. Громкие. У нас есть клиенты, которые с нами с первого года. 10 лет. В этом году праздновали мы 10-летие. Эти клиенты у нас были на празднике. Это одна семья. 7 лет,
5 лет. Есть люди, которые приезжают на долгий срок, 3 месяца, выезжают 1,5-2 месяца, отдыхают. Их друзей на сегодняшний день у нас по России немало. Ближайшие планы у нас в развитии Талии. Это строительство еще одного корпуса гостевого дома и строительство СПА-комплекса с закрытыми и открытым бассейном, с количеством, набором дополнительных услуг и круглогодичный у нас аспект работы наш, чтобы был полностью не только летний период, чтобы мы работали круглый год. В этом году мы сделали клуб отдыха для мужчин. Значит, был сделан бар с бильярдом, с пулом американским, и это было по пожеланию наших гостей. Каждый год всегда нашим мужчинам, папам было скучновато. Они принимали участие во всех мероприятиях, но сейчас у них есть где развлечься. Была построена отдельно детская комната, в которой завезены были игрушки. Работает у нас аниматор. Поставлен 3D-телевизор, просмотр родителей с детьми. И проводятся конкурсы караоке. Это все проходит именно на нашей территории. Значит, у нас номера идут евростандарт. Номера двухкомнатные, однокомнатные. Идет со всеми удобствами. На территории функционирует своя котельная. Без холодной и горячей воды вы не останетесь, так как есть еще и своя скважина. Людей мы кормим и поем своей водой, со своего колодца, который у нас с 1969 года находится на территории нашего гостевого дома. Приехав к нам в гости, вам не надо брать с собой ни полотенец, ни на пляж, ни на бассейн, ничего, ни шампуни, ни мыло. Все это есть в номерах. Значит, прибывшим к нам на отдых поездом на станцию города Туапсе организовывается встреча в любое комфортное для них время, и по прибытию поезда нам сообщают сами отдыхающие, и мы их встречаем. Также мы вывозим их тоже по желанию. Даже если расчетный счет у нас 12 часов дня, человек может находиться на территории до своего отъезда полностью. В связи с тем, что не близкое расстояние к морю, это метров 700-800, 10-15 минут идти, и наличие огромное количество наличия детей, у нас работает машина, которая подвозит прям к пляжу, на пляж. По времени 12 раз в день ездит машина, комфортно, с доставкой людей. Здесь сходятся тропики и субтропики. Направленность лечения в Ольгинке всегда очень считалась. Это бронхолегочные заболевания. Когда-то в Советском Союзе здесь существовало 2 очень серьезных санатория. Они находятся в 5 километрах от нас, в лесу расположены полностью. Это был санаторий Агрия, санаторий Черноморье. На сегодняшний день, к сожалению, их не существует, но существует у нас сообщество йогов России, которые каждый год приезжают сюда, живут в этих местах, они проводят и говорят, что здесь очень целебные места. У нас всего в количестве 30 номеров, однокомнатных и двухкомнатных. Основных мест у нас 76, дополнительных мест до 40. Мы можем принять больше 100 человек вместе с детьми. Поехали! Добрый день, меня зовут Валерий. Я приехал из Сургута и впервые в этом отеле. И нам здесь очень нравится. Я здесь отдыхаю с 2 детьми, и на меня многие смотрят так искоса, как это мужчина приехал с 2 детьми, а где же мама? Но вы знаете, вот 2 месяца мы уже здесь отдыхаем, никаких напрягов нет, потому что в отеле все приготовлено, сделано для отдыха с детьми, и я прекрасно себя с ними чувствую. Мы много мест выбирали, потому что в прошлом году мы в Турции отдыхали, а позапрошлом мы отдыхали на озерах Хакасии. И даже по сравнению с Турцией здесь мне нравится больше, потому что питание, отношение к детям, да и просто все по-русски говорят, нам здесь гораздо больше нравится. Здесь мне нравится спокойствие, здесь мне нравится то, что с детьми можно спокойно и на территории, и в бассейне, и на пляж идти. Ну и море довольно-таки чистое, и приятно ходить, безопасно. Нам это очень нравится. Их работа начинается с 9 утра. Это утром детская зарядка около бассейнов. Потом в 10 часов начинается игровая программа в детской комнате. Это часов до 12. Потом с 3 часов 5 детская программа. И до вечера вот 8 часов, 9 часов заканчивается детская программа уже у бассейна для взрослых. И вы знаете, не только дети там с удовольствием ходят в эту детскую комнату, на эту площадку. Взрослые приходят и с таким воодушевлением играют. И
узнать, где из них взрослые, где дети, очень по азарту очень трудно. Только по росту, по комплекции это можно догадаться. Стол у детей и взрослых отдельный, и если в Турции мы выбирали, там был шведский стол, можно было выбрать все, что ты хочешь, и нам приходилось ломать голову, потому что чем детей накормить, не потому что от изобилия, а от того, что они будут есть. Вот здесь они едят буквально все и с удовольствием. Если сын у меня старший, привередливый, он был гораздо больше, чем младший, и он говорил, что здесь лучше, чем в Турции, где шведский стол. Вот в Анапе у нас там был стол такой, он говорит, не, там есть не мог, мы покупали в магазине, а здесь все здесь ест, и не знаю, как потом дома кормить его будем, такого разнообразия. Место это выбирали долго, по интернету нашли сайт. И, вы знаете, вот на 2 месяца ехать первый раз в какой-то отель было очень-таки опасно. И думали, как так ехать туда. И вот первое впечатление положительное началось уже с сайта, со знакомства по телефону, когда разговаривали с Ириной, когда вежливо описала, рассказала, показала на сайте, где, как это все будет. Мы сразу видели свой номер, мы сразу видели территорию, где мы будем находиться. И мы так вот рискнули на 2 месяца спокойно и поехали. И начиная от сайта, потом встреча в аэропорту к нас довезли, потом горничные, столовые, вот этот весь персонал был довольно такой общительный, добрый, доброжелательный. К детям, ко мне, я вижу, ко всем посетителям, и нам это очень нравится. Вот сейчас заканчивается наш отдых здесь, и я думаю, что в следующий раз, когда мы соберемся ехать, я думаю, что жену с собой уже возьму, потому что тогда отдых будет гораздо полноценнее, интереснее, и я думаю, что ей тоже здесь понравится. Samba.